Сначала давайте определимся, ну, тема, вы знаете, утопия. Это что такое? Ловушка дьявола или путеводная звезда? То есть хорошо это или плохо? Ну, прежде чем, давайте определимся с терминами. Термины разные. Я тут узнал, утопия это кафе, вот рядом находится, да? Утопия, кто смотрел «Покровские ворота», знает, помните, чем заканчивается фильм «Покровские ворота»? Догнать Савранского – это утопия! То есть это нечто невозможное. Но мы давайте вернемся к первоисточнику. Итак, 1516 год. Будущий лорд-канцлер Великобритании Томас Мор пишет труд, который называется «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавна, о наилучшем устройстве обществе или остров утопия». То есть утопия это нечто того, что, ну, переводится по-разному утопия. Кто-то переводит место, которого нет, другие переводят как благое место с греческого. По крайней мере, в этой работе он постарался обрисовать мир, вот каким бы он хотел его видеть. Не знаю, читали вы или нет, но я вам скажу, я читал несколько раз, мне каждый раз напоминало это больше казарму и армию. Самое главное зло, которое видел Томас Мор, это собственность. Не просто частная собственность средства, а вообще любая собственность. Вот даже вот куртка, моя собственность. Вот это все не должно быть у человека. То есть он не должен ходить голым. Просто одежда всех в утопии, на острове утопии одинаковые. Им выдают, ну, мужские и женские различаются, правда. Холостой или женатый тоже различаются. А в остальном их выдают каждые 2-3 года, как в армии точно. То есть они им не принадлежат. Дома тоже не принадлежат. Дома тоже, так сказать, выстраиваются. Какое-то время люди живут в одном доме, какое-то время в другом. Все до единого отрабатывают определенное время в деревне, чтобы было полное равенство. И каждый учится какому-то ремеслу. Причем ремеслу его учит отец. И вы знаете, что интересно? А если вот, например, у вас отец сапожник, а вам нравится гончарный круг и вот делать горшки, что делать в таком случае? Томас Мор дает прямой ответ. Переходите к другому отцу. Вот такой вот мир придумал он. Вот идеальный мир, который он построил. Кто же может спросить даже, а что же здесь идеального? Давайте исходить из того, что идеал у всех свои. Вот это был идеал Томаса Мора. Томас Мор, я уже сказал, был впоследствии стал лордом-канцлером при довольно таком жестоком короле Генрихе VIII, может быть, вы знаете его. Он казнил очень много своих приближенных, в том числе и 2 своих жен. Казнил в том числе и Томаса Мора, только не за утопию. Он казнил за то, что он отказался присягать Генриху VIII как главе не только Англии, но и главе англиканской церкви, а Томас Мор был католик. Но его труд получил в Европе очень большое распространение, и появились подражатели, стали тоже писать утопии. Самый известный подражатель, или не подражатель, продолжатель этого дела, это монах-доминиканец Томмазо Кампанелло. Он тоже там пытался поднять восстание против испанского господства, у него инквизиция, к нему там какие-то претензии, поэтому он написал в тюрьме «Город солнца». Такая же утопия, тоже собственность нету никакой. Но если у Томаса Мора, ну, были хотя бы собственные дети у людей, собственные жены, собственные мужья, то вот когда я первый раз прочитал, я был еще довольно юном, так сказать, возрасте, наверное, как вот самый юный среди вас, меня очень возмутила их сексуальная жизнь. Вот это мне просто очень не захотелось. Потому что, оказывается, жениться на любимой девушке нельзя. И вообще заниматься сексом с любимым человеком нельзя. Людей водят как на случку, специальная комиссия. Причем он прямо говорит, что да, это случка, потому что в чем же мы выводим самых замечательных животных, коров, породы, там, лошадей и так далее, а о людской породе не заботимся. Вот давайте позаботимся о людской породе. Поэтому, если выбирают, например, худенькой женщине, толстого мужчину, у одного впалый нос, другому вот такой нос, чтобы получился ребенок в идеале. Спрашивается, а что же делать, если ты кого-то любишь? А Томас Мор отвечает, ради бога, пиши ему стихи, посвящай мадригалы, пой серенады, но никаких поцелуев и всего дальнейшего. Вот. Не знаю, нравится вам такая жизнь, мне не очень, но еще раз говорю, это идеал монаха-доминиканца, не будем называть, что он монах. Наверное, люди бы и дальше продолжали сочинять всякие философские, литературные, художественные произведения на тему утопии, если не прошла Великая Французская революция. Великая Французская революция прошла, как вы знаете, под лозунгом «Свобода, равенство, братство». Удалось ли осуществить их? Свобода еще куда ни шло, но равенство, братство точно нет.
И это, конечно, не давало очень многих. И это породило новое движение, так называемых философов, социалистов, утопистов. Первый из них был Анри Сен-Симон. Он пытался понять, ну почему же Франция не достигла, почему же Великая Французская революция не достигла равенства и братства. И он нашел, и каждый, кстати, видел причину зла, вот самое интересное. Вот видите, Томас Мор видел причину зла в собственности, а тот увидел причину зла противоречий между трудом и капиталом. Ну, кто марксизм знает, это, так сказать, вам что-то напомнит. И он первый заговорил о рабочем классе, как самом передовом, и который, так сказать, должен захватить власть и тогда-то как-то решить эти проблемы. Его соотечественник и его же соперник по социализму, утопизму, Шарль Фурье, он нашел проблему, а как это разрешить, вот это противоречие? Он придумал фаланстеры. Надо создавать такие коммуны из примерно 200-300 семей, ну, примерно 1800, где-то 1600 человек. Все живут в одном огромном доме, у них общая гостиница, общая гостиная, общая столовая, общий, ну, наверное, в наши дни был бы общий спортивный зал, бассейн, там еще что-нибудь, в то время про это речи не шло. Все живут в комнатах, и все трудятся, у них разделен труд, и самый главный лозунг: от каждого по способностям, каждому, что? По труду. Кто помнит, это лозунг социализма, Шарль Фурье. Надо сказать, что сам Шарль Фурье ни одного фаланстера создать не смог, но фурьеристы создали. Самый большой продержался 12 лет, остальные больше 2-3 лет не получилось. Пытался англичанин Роберт Оуэн в Америке создать. У него уже был не социализм, у него уже был коммунизм. Он предлагал в коммуне равное распределение. Распалась очень быстро его коммуна. То есть кончилось это все крахом. Но это 19 век, это век революции. Вы знаете, что в Европе везде происходили революции. И поэтому теории стали множиться в огромном количестве. И теоретики уже говорили о том, как весь мир переделать так, чтобы он был самым справедливым. Ну, из русских философов можно Лаврова, Михайловского, анархистов Кропоткина, там, Бакунина, Прудона, который первый сказал «анархия, мать порядка». И самый известный, конечно, это Карл Маркс. Карл Маркс, наверное, уже многие это знают, он решил по-другому подойти. Да, надо изменить мир, но следующее общество будет дело не в том, что оно будет самым справедливым, а в том, что оно будет более прогрессивным. Тем, что коммунизме, при социализме и при коммунизме будет более высокая производительность труда, постепенно исчезнет и отомрет государство. Люди, потому что трудиться будут на себя, а не на какого-то там капиталиста. Поэтому будут лучше внедряться новые технологии и так далее, и так далее. Ну, а что получилось в следующем, вам уже говорить не надо. В 17 году большевики попытались это воплотить. Сначала они хотели поднять мировую революцию, ничего не вышло. Тогда в одной отдельно взятой стране, но это вызвало гражданскую войну. Белый и красный террор, сталинские репрессии, миллионы жертв. И в конечном итоге пришли к противоположному. Потому что, сколь не говори, а производительность труда оказалась ниже, чем при капитализме. Вместо свободного труда получился ГУЛАГ, получился колхозы, где трудились до трудодни, а покинуть было колхоз нельзя. Вместо того, чтобы думали, что тюрьмы все исчезнут, тюрем стало гораздо больше. Ну и в конечном итоге, вы знаете, к чему это привело. Самое чудовищное воплощение марксистской теории это совершил член сначала французской коммунистической партии, а потом генеральный секретарь коммунистической партии Кампучии по имени Салот Цар, которого вы, наверное, знаете под именем Пол Пот. Он после десятилетий партизанской войны в Кампучии захватил власть и сразу объявил: все, с этого дня у нас коммунизм. Все, частная собственность отменяется, деньги отменяются, все отменяется. И самое главное, если те еще видели частную собственность, еще в чем-то, он вообще видел зло в городах. Поэтому в первый же день всех велел выселить из Пномпеня. Вот. За результат был чудовищный. В течение 3 с лишним лет его правления по разным оценкам погибло от четверти до трети населения Кампучии. Погибло именно вот в результате его экспериментов. То есть отсюда мы можем сделать вроде бы прямой вывод. Да, утопия это несомненно зло, это ловушка, раскалявленная дьяволом. Люди вроде бы хотят на что-то хорошее, попадают в что-то плохое. Но давайте посмотрим глубже. Вообще, Советский Союз был, смею утверждать, был не первой попыткой воплотить утопию. Первая попытка, известная в истории, совершилась в первом тысячелетии до нашей эры египетским фараоном Эманхотепом IV. Слышали про такого? Слышали, да? Вот. Он тоже решил, что надо создать какой-то цивилизованный же фараон, ему все можно, только мешают жрецы. Для этого он решил изменить полностью религию. Вот. Все
Да, боги до единого отменяются, кроме одного, малоизвестного. Причем во главе богов стоял Амон-Ра, бог солнца. Нет, теперь будет один бог, бог Атон, бог солнечного диска, у него идут лучи специальные. Один из лучей это он сам, поэтому он сменил имя на Яхнатон, вот как бы луч вот этого бога. Столицу построил новую, Ахетотеп, город солнца можно перевести. За несколько тысячелетий до, обратите внимание, до Кампанеллы пытался создать город солнца. Там сады, дворцы, все что угодно, все замечательно, все красиво. Но он умер, и все столицу покинули, все боги вернулись, и теперь Ахетотеп это любимое место для археологов. Они вот там копают, раскапывают, находят, и египтологи, так сказать, водятся. Другой пример, 2 век до нашей эры, император Китая Янчжэн, который, когда сумел объединить 7 царств китайских в единую китайскую империю, и получил название Цинь Ши Хуанди. Это переводится как великий император династии Цинь. В то время Китай вообще в то время был одним из самых передовых, наверное, стран мира, и очень была развита философия, и в том числе была такая философия, эллинисты. Они стояли тоже за равенство, тоже у них было много интересных идей, и он предложил им: давайте вместе создавать идеальное общество. И вот они начали создавать. Но для полного равенства надо было, они пришли к выводу, что для полного равенства надо, чтобы люди перестали думать. Потому что вся беда в том, что они думают. Одни думают лучше, другие думают хуже. Ну а как сделать, чтобы они не думали? Ну, во-первых, они сожгли книги. Сожгли книги все, кроме тех, которые по медицине, земледелию, и те, которые в императорской библиотеке. Вот и сохранили, остальные сожгли. Но все равно люди и без книг думают. Тогда они поняли, надо, чтобы люди работали по 18 часов в день, тогда им некогда будет думать. Начали строить Великую Китайскую стену, терракотовую армию, прокладывать дороги и так далее, и так далее. Чем закончилось? Цинь Хуанди, значит, стал параноиком, он увидел, что его окружение-то думает, стал казнить их, потому что они же думающие. Но вот, когда он умер, его династии не просуществовало и несколько лет, ее последователей не было. Другие, слава богу, вернулись к конфуцианству и более нормальному. Я пропущу сейчас, потому что, наверное, и так все это знают, историю Платона, как он пытался на Сицилии сделать государство. Перейду дальше. Пока мы вроде как все идем к доказательству к тому, что да, это все зло, это ловушка дьявола. А теперь давайте вот посмотрим. Я бы задал вопрос, но сейчас времени нет, поэтому сразу даю ответ. Вот когда я студентов или еще людей спрашивал, назовите самого известного русского царя-реформатора. Все до единого говорили: Петр I, теперь назовите реформы. И тут начинается. Прорубил окно в Европу, построил Петербург, создал флот. Реформы! Ну, Губернская, ну... Хорошо, назовите реформы Александра II, все до единого, отмена крепостного права. Блестящая реформа, 60% населения получило это самое. А еще можно добавить судебная реформа, да, когда появились адвокаты и присяжные, военная реформа, когда люди стали призывать в армию, а не там служить по 25 лет, реформа местного управления и так далее. Теперь вопрос, почему у нас Петр Великий, а Александр II всего лишь освободитель? Как вот вы думаете, почему? Времени нет слушать ответы, сразу говорю. Александр II улучшал государство, которое ему досталось. Он оставил государство в лучшем виде, чем то, что ему досталось. Более цивилизованное, более развивающееся. Вот. А Петр I создавал абсолютно новое государство. И он тоже создавал идеальное государство, по тем идеалам, которые он представлял. И те, которые он вынес по поездкам в Европе, по Франции, Англии, Пруссии, Голландии, так сказать, и так далее. Да? Вот. Удалось ли это на этот раз? Можно ли считать эту попытку провальной? Вообще, или удалось им полностью воплотить? Я думаю, что и тот, другой ответ будут отрицательные. Конечно, можно вспомнить и то, что какой ценой это досталось, и то, что гуманитарные катастрофы, многочисленные войны обернулись, и то, что из строительства Петербурга там сотни тысяч крестьян погибло и так далее, и так далее. Вот. Но никто же не будет отрицать, что реформы Петра I провалились. Ведь известно, что та вот Россия, которая была до Петра I, и та Россия, которая была после Петра I, это два совершенно разных государства. И государство, которое после Петра I просуществовало до 1917 года и могло бы, сложись исторические как-то вот реалии иначе, возможно, оно просуществовало бы до наших дней. Ну, в виде конституционной монархии, скажем, да, предположим. Ну вот. Ну, так вот сложилось, что в 17 году рухнуло. Так что, видите, мы видим, что есть уже пример
успешного воплощения своего рода утопии, если вы понимаете под утопией некое идеальное государство. Относительно успешного, опять еще раз говорю, идеального ничего не существует. Пойдем дальше. Я не знаю, вот я как-то прочитал несколько деклараций независимости. Они обычно начинаются, например, декларации независимости Украины. Перед угрозой нового ГКЧП Верховный Совет Украины принимает декларации суверенитета там, Российской Федерации, осознавая свою историческую роль Российской Федерации, значит, объявляет измены. Со всеми начинается декларация независимости Соединенных Штатов Америки. Она начинается со слов, что все мы исходим из того положения, сейчас недословно немножко процитирую, может быть, что все люди, созданные Творцом, вернее, все люди от рождения наделены Творцом неотъемлемыми правами на жизнь, на свободу, на стремление к счастью. Кстати, обратите внимание, не на счастье, как в советское время были, будет людям счастье, счастье на века. На самом деле всеобщее счастье не бывает, счастье обычно личное. Вот. Несчастье бывает всеобщее, да? Война, голод там и так далее. Вот. А счастье может быть у них, там, победа в войне, еще что-нибудь. На стремление к счастью. И теперь давай, то есть отцы-основатели Америки, они не просто хотели отделения от Великобритании. Они мечтали о воплощении своей утопии, своего идеального государства. Удалось ли это? Но опять можно вспомнить, что десятилетие было рабство негров. Даже какие, может быть, там права, равные права, да, говорить, пока до гражданской войны. Были проблемы с индейцами, было угнетение какое-то долгое время рабочего класса, пролетариата. Не случайно 1 мая мы празднуем чикагских, так сказать, беспорядков. Да, там, то есть все было непросто. Но и сказать, что провалилась идея, никак нельзя. Соединенные Штаты существуют до сих пор, и это, так сказать, одна из самых развитых в мире стран, если не самая. Вот, и пока, так сказать, умирать эта страна не собирается. И с учетом тех принципов, которые заложили отцы-основатели Америки. Пойдем дальше. В Израиль. Так, Лени Зильберга тут нет, да? Есть. Ладно. Леня, не слушай. Вот а ты иначе со мной начнешь спорить. Хотя не знаю. Хотя, может, согласиться. Те, кто вот с самого начала, когда появлялось сионистское движение, его цель была создание государства евреев, они не просто хотели создания. Теодор Герцль и прочие, они мечтали именно о каком-то справедливом государстве. И за несколько десятилетий до появления государства на территории Палестины, нынешней территории Израиля, появились так называемые кибуцы. Ну, фактически те же фаланстеры, о которых думал Фурье. Но фаланстеры у Фурье не получились, а тут получились. Да? Это Сталин потом с них уже взял колхозы, только туда загонял людей насильно, а тут все добровольно, и кибуцы существуют до сих пор. И они оказали огромное влияние на развитие Израиля. И опять мы видим, что положительное есть влияние. Теперь давайте еще посмотрим. А оказали ли вот эти все идеи философов, утопистов на современную Европу? Но практически все государства в своей конституции записали социальное государство. То есть по мере возможности создавать какую-то социальную справедливость. Те идеи социальной справедливости, которые были заложены у утопистов, они все-таки как-то вот в той или иной мере они все-таки воплотились. И значит, приходим ко второму выводу, значит, это все-таки путеводная звезда человечества. Поэтому я сразу призываю вас всех, не бойтесь мечтать, не бойтесь строить новые модели государств, какие вам нравятся, только имейте в виду, что дьявол может это использовать в своих корыстных целях. Но поскольку время осталось, я вам расскажу свою утопию, мое представление. Вот. Спорная, заранее утверждает, собственно говоря, как и все, что я говорил. И сама постановка вопроса достаточно спорная. Вот. Но, на мой взгляд, какое мне видится лично общество будущего, вы можете видеть по-другому. Я думаю, что глобализация постепенно, вот если взять Европейский Союз за основу, что происходило в Европе после войны? До Второй мировой войны европейские государства воевали между собой до желания взаимного уничтожения. После Второй мировой войны пошел второй процесс, как мы знаем, интеграция, которая вот привела к созданию Европейского Союза. Брексит — это, видимо, как бы некоторое отклонение, но все-таки процесс идет. Но процесс шел в две стороны, очень важно. Мне приходилось бывать, общаться, вот в Финляндии, в частности, мы изучали, каждая из этих стран в начале 60-х годов приняла целую программу. Например, вот в Финляндии была принята программа, как-то, я уже не помню, как точно называется, и упор был сделан на место развития местного управления. То есть государства стали передавать свои полномочия на два уровня. Какие-то вверх,
Европейского Союза, да, какие-то вниз, на уровень местного управления. Если этот процесс пойдет дальше, ну, наверное, не при нашей жизни, понятное дело, вы можете привести кучу примеров, как до этого еще далеко, вот, то при какой-то общей глобализации границы размоются и сбудется мечта анархистов. Я лично принадлежу к анархистам-мечтателям. Я вам скажу, что чем удобно быть анархистом-мечтателем, не надо вступать ни в какую политическую партию. Потому что мечтать можно в одиночестве. И вот я таким анархистом-мечтателем это самое. Теперь вопрос о собственности. Понимаете, утописты с самого начала считали собственность злом. Потому что именно из-за собственности люди жадные, люди коварные, потому что каждому хочется иметь больше, чем у другого. Если у одного есть машина, а у тебя нет, я хочу тоже иметь эту машину. Если у меня есть машина, а у того лучше, а у меня яхта, а у того еще лучше, и так далее, и так далее. А вот надо собственность уничтожить, и тогда не будет. Вот. И вот именно такая постановка вопроса и приводила к чем, что надо собственность уничтожить, и приводила к жутким последствиям. А если представить себе, что в процессе развития новейших технологий собственность вымрет сама как таковая. Ну, сейчас давайте вот фантазировать, да? Причем это может показаться невероятным, но ведь еще лет 20 назад мы не могли себе представить ни мобильных телефонов, там, ни интернета, там ничего. И если бы, например, кто-нибудь сказал: знаете, я поеду в лес, а ты мне, пожалуйста, позвони. Вот бы сказал: ты что, это самое, в руках телефон, ой, черт, я телефон дома забыл. Ну вот, а сейчас это все нормально и как-то уже само собой. Наверное, когда-то и 3D-технологии превратятся в нечто такое обычное. А если это будет таким обычным? Вот что такое было, например, еще лет 20 назад, 30, связаться с своим другом на другом конце земли. Это стоило бешеных денег, это международные переговоры. А сейчас бесплатно, по скайпу, как угодно общайся. Вот, может быть, и 3D-технологии придут к тому, что можно без всяких проблем. Вот сегодня у меня настроение, вот мне эту куртку не хочется одевать. Вот она мне надоела. Вот. Я ее уничтожаю и создаю себе такую, какая мне нравится. Вот. Я вот утром проснулся с таким настроением, и мне хочется вот такую-то платье, или там майку, или, я не знаю, там брюки, или все что угодно. Вот создал, вечером выкинул, создал новую. Тогда собственность на одежду не нужна. Еда, например, да, скажем, опять, куда-то, так сказать, где-то кто-то воспроизвел, съел, и все. То есть еда как собственность, хранить в холодильнике не надо. Дом, никакой сложностей нет, если есть свободное место, опять взял, так сказать, построил при каких-то определенных технологиях. То есть возможно, что вот утопия воплотится когда-то, но естественным путем и ни в коей мере без применения насилия, без какого-то и даже без административного насилия. Но это для таких мечтателей, как я. Меня уже трудно переделать, мне 62 года, и как родился мечтателем, так, наверное, и умру. Но я призываю вас тоже мечтать. Это не так плохо быть мечтателем. Если вам говорят, что вы витаете в облаках, вы скажите: это замечательно, из облаков так хорошо мир виден. Поэтому я говорю, мечтайте, не бойтесь, так сказать, и давайте будем считать, что утопия, в первую очередь, путеводная звезда человечества, которую дьявол может употребить в своих дьявольских целях. Все, спасибо. Не уходи. Вопросы к Игорю. Пожалуйста, давайте очень быстро, 3 минуты. А вы знаете о проекте Венера? Жак Фреско, да. Ой, нет, честно говоря, это, наверное, тот случай, когда вы, как более молодое поколение, более продвинутые, чем я. Я всякие проекты читал, интересовался, но как-то вот с этим это самое. То есть что-то посмотреть на Венере, да? Нет, он создает как не утопию, но... В общем, он предполагает, и неправильно, наверное, скажу, переформатировать вообще весь мир в целом, отказаться от денежной системы, в общем, переделать вообще мир, но не как бы не прям революцию провести, а просто чтобы, я не знаю, как сказать, в общем, посмотрите. Короче говоря, я понял одно. Я сегодня же приеду домой, наберу в интернете проект Венера и ознакомлюсь, потому что это интересно. Но главное, чтобы это не было насильственным путем, потому что это приведет к очень печальным последствиям. А время на еще один вопрос. Да, так, пожалуйста.
Согласны ли вы с утверждением, что одна утопия порождает другую утопию? Что человек всегда будет мечтать о большем? Ну, собственно говоря, вот мне кажется, все полчаса, которые я говорил, именно этому и посвящены. Потому что утопия Томаса Мора породила «Город солнца», Кампанелла и так далее. Но и эти утопии были не первыми. Мечтали и раньше. Кстати сказать, просто времени не стало, можно говорить, вспомнить «Золотой век», вспомнить Шамбалу, да, идеи Шамбалы, даже Гипербореи, которая, возможно, находилась где-то здесь. То есть мечты, что где-то есть такое царство, где жилось все справедливости. На мой взгляд, утопии появились вместе с человечеством. Вот, наверное, я как предполагаю. Вот. И просто Томас Мор дал ему название. Вот. Но, кстати, между прочим, мне кажется, главным недостатком утопий, которые сочиняли, это то, что все утопии не развивались. Ни «Город солнца» не мог развиваться, ни утопия Томаса Мора. Томас Мор даже прямо говорил. Они узнавали, вот у них не было научного развития. Они наукой там занимались, но в основном вот как приехали из Египта откуда-то, к ним приплыли, они все у них взяли хорошее. Потом из Греции какой-то корабль прибыл, они у них все взяли. А сами вот они ничего не придумали. Вот такая утопия полного равенства, она, к сожалению, порождает вот невозможность развития. Какое-то неравенство должно быть. Еще 1 минута и очень короткий вопрос. Хотел как раз спросить по поводу развития. Действительно, ведь утопия не развивается. Почему? Потому что нет желания, жажды, да, жажды к чему-то лучшему. И развитие ведь идет от того, что человек хочет большего. Он хочет жить лучше, чем другие, придумывает что-то для этого. И, в принципе, развивая, это и есть развитие. Да, я понял вас. Это очень правильный вопрос и очень правильная постановка вопроса. Я отвечу, что есть мой любимый роман, который я перечитывал трижды, а первый раз прочитал в раннем детстве. Когда услышал слово «коммунизм», я долго не мог понять, что это такое. А потом я прочитал Ивана Ефремова. О, Господи. В чем я с мозгами случилось, извините. Как же называется-то? Нет, до часа быка. Туман с Андромеды. Это, извините, это просто вот, это у меня мозги закупорило. Это мое было самое любимое произведение в детстве. Вот. Где показали вот тот коммунист, который был бы. Там он развивается, потому что у людей сохранилось честолюбие, жажда от новых открытий, новое это самое. Кто-то хочет. Мне не все нравится. Вот когда я последний раз перечитал, мне очень много в нем не понравилось. Мне не понравилось, что, например, там неразвитое искусство, нет внутреннего конфликта каких-то, люди не очень честолюбивы. Но честолюбие никуда не денется. И любой человек захочет совершить то открытие, которое тот не совершил, понимаете? Превзойти этого не в одежде и не в наличии новых яхтах, а в том, что он сотворит новую такую, напишет такую картину, снимет такой фильм, поставит такой спектакль и так далее. То есть в искусстве, в науке и в спорте везде остается место для соперничества. Ну а спорт на этом и построен. Вот это, говорю, это мое представление об утопии. Я говорю, вы мечтайте сами, пожалуйста. Спасибо, Игорь. Давайте поприветствуем его. Вам спасибо.